Добрый день, меня зовут Наговицына Алина. Колодезников Иван. В ноябре 2005 года Всемирная организация ЮНЕСКО провозгласила якутский греческий эпос Олонхо шедевром духовного наследия человечества. В настоящее время в республике идет ознакомление с малого возраста. С целью ознакомления с Олонхо в последние годы были созданы настольные игры по сюжетам Олонхо. Но, как нам кажется, произведения, выбранные для настольных игр, порой не систематизированы и кажутся слишком сложными для восприятия детей. Итак, наша сегодняшняя тема – поэтапное открытие мира Олонхо для детей через настольные игры. Цель работы – поиск эффективного пути формирования у детей поэтапного представления мира Олонхо через настольные игры во внеурочное время. Мы рассмотрели теоретическую литературу о мире Олонхо, рассмотрели поэтапное представление мира Олонхо для детей с 1 по 5 класса, проанализировав рабочие программы по предметам родная литература, Уранхай Сангото и конверсия. На изучение темы Олонхо отводятся вот такие часы. Кроме этого, во многих школах эта тема преподается через неурочную деятельность, как в нашей школе. Мы с Ваней занимаемся Олонхо с 2 класса. Мы проанализировали работу кружка Кулгун и сделали вывод, что некоторые Олонхо очень сложные как для понимания смысла, так и для изучения наизусть. Поэтому нами предложена модель поэтапного открытия мира Олонхо. И в практической части работы мы знакомим вас с нашими настольными играми. Первая наша настольная игра – это книжка-раскраска, сделанная по Олонхо Марии Павловой, Элен Бухаты, он Джоранчиков. Она состоит из сделана на приложении Ibis Paint. Апробация в первых классах. Наша вторая игра «Сонор» по Олонхо Семена Ильича Черноградского Хаптубурайта Хаптовденбатер. Цель создания игры «Сонор». Настольные игры фигуры сделаны из фаланги пальцев коровы, так как этот материал является исторически традиционным для якутского народа. Созданная нами игра на «Сонор» углубляет знания учащихся о родном крае и прошлом якутского народа. Наша третья последняя игра «Хаптубурайта Хаптовденбатер». Цель игры – повторить путь богатыря Хаптовденбатер, соблюдать правила игры, узнать, какие препятствия ждут богатыря и как он их преодолевает. Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтверждена. Изучение героического эпоса Олонхо будет наиболее эффективным, если отрывки, рекомендуемые для чтения, доступны учащимся, и если при формировании представления мира Олонхо используются настольные игры. Спасибо за внимание.